Так, слово предоставляется следующему докладчику, нашему гостю из Республики Башкортостан, Хамидуллину Салават Ишмухамедовичу, кандидату исторических наук, город Уфа, руководителю Центра изучения исторического наследия Башкортостана Шежере. Тема выступления: Башкирия в Золотой Орде, Ногайской Орде и других постордынских государствах. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад присутствовать сегодня на сегодняшнем мероприятии. Спасибо за возможность выступить. Я уверен, что вот подобные мероприятия будут способствовать сближению наших и так очень близких народов по истории, по происхождению. Ну, мой доклад называется «Башкирия в составе Золотой Орды и постордынских образований». Ну, тут я написал огромный опус на 10 страниц, поскольку время ограничено, буду по ходу сокращать. Тема так обозначена потому, чтобы было понимание, Башкирия – это, в общем-то, такая область, такой край, такая страна в составе ордынских образований, в общем-то, занимала не последнее место. То есть это Золотая Орда, потом, значит, постордынские образования и в конце, значит, Ногайская Орда. То есть каково же было место? Что вообще, как это происходило? Вот мы вот в учебниках истории нас учили по истории Башкортостана, например, очерки по истории БССР, Башкирская ССР. Вот Башкирия, значит, входила в Золотую Орду, там монгольские ханы угнетали башкир, потом, значит, после распада Золотой Орды она была раздираема на 3 части: Казанским ханством, Ногайской Ордой, Сибирское ханство. Ну и как бы вот этого сюжета и хватало на то, чтобы объяснить или описать вот огромный хронологический промежуток времени с 13, ну и фактически по 16 век. В 16 веке Башкирия входит в состав Московского царства, и, в общем-то, начинается, так скажем, да, светлая эра в истории башкирского народа. То есть вот такая, в принципе, концепция, но она ничего не объясняла, и вот в трудах вот Трипалова в последнее время вот, например, его работа «Ногай в Башкирии», там, ну и в его основном труде «Ногайская Орда» уделяется, в общем-то, описанию места Башкирии, ну, место, уделяет этому внимание. Ну и появились сейчас и у нас свои, в общем-то, исследователи, которые касаются этой темы, правда, не очень, скажем, я считаю, что в недостаточной степени. Вот. Башкирия в составе Золотой Орды, как вот показали исследования, это было такое, в общем-то, автономное владение. Вот еще Сафаргалиев в 60-х годах, известный исследователь Золотой Орды Магомед Сафаргалиев писал, что исторические сведения в достаточной степени подтверждают факты сохранения монголами представителей прежней династии у русских, черкесов, алан, мордвы, башкир в период образования Золотой Орды. Вот эту он фразу написал, при этом привел, значит, известное известие Иоганнки Венгра. Иоганка Венгр в 1314 году прибыл в Башкирию. Ну, как известно, венгры вышли с территории Южного Урала, и вот он в поисках, значит, предков, вернее, древний, как они писали, Хунгария майор, старший Венгрии, прибыли на Южный Урал. Вот эти францисканские монахи, заодно, значит, с тем, чтобы и в католичество обращать местное население. И вот он здесь находит государя всей Баскардии, который совершенно заражен сарацинским заблуждением. Ну, то есть мусульманин, сарацинами в Европе называли мусульман. Но это не единственное, как бы, известие. Примерно в это же время есть известие другого францисканского монаха Генриха Немецкого, который также пишет об неком Истокисе, Истокис доминус тотиус Баскарди, то есть Истокис, владыка всей Башкирии, Баскардии. Вот эти известия есть, и они как бы не оставляют никакого сомнения в том, что вот Башкирия представляла собой вот такой автономный регион. Но ведь был Улус-Джучи, и как он вписывался туда? Улус-Джучи, или, значит, до этого был Еке-Монгол Улус, то есть это что такое? Это ведь название государства, с одной стороны. Но с другой стороны, в прямом значении Улус – это в первую очередь народ, потому что для
вернее, для кочевых сообществ народ – это в первую очередь земля, она вторична, потому что народ может переехать туда, может переехать сюда, значит, землю поменять, может жить, вот гунны взяли, переселились из Центральной Азии вообще там в Европу, да, пройдя там несколько тысяч километров. Но самый главный народ. И здесь то же самое, как вот этот Улус-Джучи образовывался. Вот, и как башкиры вписывались в этот Улус-Джучи, это как бы отдельная тема рассмотрения, она рассмотрена в работах Крадина. Вот. Ну, они называют этот процесс монголизация. Монголизация не в том смысле, что это происходила ассимиляция, то есть переход на монгольский язык, а в том, что происходило политическое включение вот этих народов, которые проживали в Великой Степи и были, значит, разгромлены и покорены монголами. Ведь до прихода монголов фактически здесь уже существовали вот эти этносы, да, которые складывались практически уже в полноценные народы. Ну, например, карлуки. У карлуков было Карлукское ханство уже до этого, были, значит, кемаки, были, скажем, каракитай, находились в Семиречье, у них также было свое каракитайское ханство. Ну, монголы, в общем-то, придя сюда и вот проводя процесс монголизации, то есть включение в Великий Монгольский улус, разгромили все эти народы, перемешали, и специально они это делали, они, значит, так скажем, сознательно, чтобы создать вот эту общность, надэтническую общность, в которой, конечно, потом со временем победил кипчакский язык, так называемый кипчакский, тюркский язык, вот, и монголы, в общем-то, сами ассимилировались. Ну вот и башкиры, они, конечно же, вот этот Улус-Джучи, понимаем как народ, имперский, державный народ, они, естественно, они не входили, вот, политически, но политически, да, были вот частью Улуса-Джучи, понимаемого как государства. Вот. Но дело в том, что Золотая Орда – это было то государство, которое держалось, в общем, единство которого держалось на харизме правителя. Вот. И когда вот таких сильных правителей уже не стало, вот последний был великий правитель Узбек, потом пошла череда, в общем-то, слабых ханов, началась Великая Замятня, потом было нашествие Тамерлана, который тут камня на камне не оставил. Вот. Начался распад Улуса-Джучи, и государственный распад, и, собственно, население. Вот. И в то же время никто ведь не отменял законы этногенеза. Вот мы даже в Чагатайском улусе в это время видим. Чагатайский улус, он тяготел к Средней Азии. Вот. И сам даже Чагатайский улус распался на две части, на, собственно, чагатаев и моголов. И то же самое происходило на территории Золотой Орды. Вот это, значит, начали уже складываться какие-то объединения. Вот обычно образование мангытского улуса, то есть вот этого предтечи Золотой Орды, всегда приписывают личным политическим амбициям Едигея. Но если мы будем рассматривать, глядеть на этот процесс с точки зрения этнологии, то уже совсем не так однозначно. То есть, скорее всего, вот эта сплоченность мангытского улуса и дала силу Едигею, вот его вот этим амбициям реализоваться. Если бы этого не было, то, ну, чем бы он отличался от тех вот этих бледных ханов, которые жили, которых он сам использовал в качестве марионеток. Поэтому здесь напрашивается вывод, что в мангытском улусе вот шел процесс консолидации, уже давно шел, глубоко идущий, далеко зашедший процесс этнической консолидации. И потом мы видим вот это внезапную реминисценцию имени Темника Нагая, да, то есть оно, которое никак ничем не объясняется. Прошло уже больше 200 лет, и вот на тебе. Значит, возможно, вот как предположить, мы, конечно, не имеем никаких письменных доказательств, но предположить мы можем, что уже в мангытском юрте находилось вот уже некое ядро, которое помнило вот это, сохранило вот это название. А ведь у тюркских народов это вообще, так сказать, универсалия, чтобы имя какого-то знаменитого предводителя брать в качестве этнонима. Да? Вот смотрите, османы, там сельджуки, сначала сельджуки, потом османы. Вот это же название, так? Вот, ну, узбеки это вообще, так сказать, хрестоматийно. Вот, поэтому
вот это появление имени Ногай, я думаю, что все-таки внутри уже мангытского юрта оно было. Вот. Но, конечно, там источниками это не освещено, тем более мы не имеем, значит, автохтонных источников, поэтому, в общем-то, пока это останется предположением. Ну, что происходит дальше? Когда вот этот улус Джучи посыпался, и умерла вот эта идея самого улуса Джучи, единого народа, я имею в виду, державного, не как государства. Вот. И начинается процесс Башкирии, то, что из улуса Джучи отдельные этнические группы, кланы приходят в Башкирию, как бы переходят под другую юрисдикцию, потому что здесь вот мы видим, как я уже говорил, было автономное, значит, некое владение. Вот. И видите, какой удивительный процесс. Вроде бы переходят и какие группы, которые, они статусные группы были, и даже некоторые восходили по происхождению к монголам, не рунам, например, салжуты, барыны, да, и вот они переходят в то сообщество, которое статусно считалось, башкиры считались все-таки покоренный народ, вот, а Джучи, Наблу Джучи – это державный народ. И здесь вот такая коллизия происходит, как раз говорящая о том, что вот умерла идея вот этого улуса Джучи. То есть уже это стало как бы безразлично, то есть под какую юрисдикцию уходить и в какое, значит, политическое объединение переходить. И вот этот процесс, вот уже, если рассматривать его в плане этнологии, он был достаточно мощным, и сегодня мы вот говорим башкирский народ, уже не менее половины башкирского народа это потомки вот тех выходцев из улуса Джучи. То есть вот где-то половина башкир это те, так сказать, древние башкиры до монгольского периода, значит, и половина, ну как минимум половина, значит, это те как раз перешедшие из улуса Джучи. Вот я вот сам как бы на моем примере, у меня род табын, табынцы. Это как раз вот из улуса Джучи, и в родовой структуре они фиксировались, и у нагаев это было, у казахов сейчас есть, вот, у узбеков, вот если мы рассмотрим так называемый список 92 узбекских племен и латия, то есть кочевых узбеков, там тоже есть подразделение табын. Вот. А по матери я бурзян. А бурзяны это вот как раз те вот автохтоны, которые там как минимум с бронзового века жили. Вот как бы во мне вот эти два компонента, в общем-то, и соединились. Вот. Ну, что дальше происходит? Очень важен вот для понимания процессов, которые происходили. То есть то, что объединяло вот башкир и казахов, это улус Шибана. Когда вот это все в начале 15 века, как известно вот по книге Трипавлова, мангытские лидеры начинают ориентироваться на шибанидов, на тех, кто правил в улусе Шибана. Вот возникает, они при их поддержке именно ханом становится Хаджи Мухаммед в улусе Шибана. И фактически вот этот улус Шибана, если посмотреть, он состоял из как минимум 3 таких автономных образований. То есть помимо того, что сам еще улус Шибана был. То есть его люди этих шибанидов, кочевники, то есть отдельно, значит, уже к тому времени фактически автономный мангытский юрт, автономная Башкирия, и в Западной Сибири правила династия Тайбугидов, Тайбугидское, значит, княжество. Вот такая была ситуация. И вот именно в то время, вот по документам мы видим, что башкиры, то есть башкирское владение, башкирское, Эль-Башкурт, как его фиксирует Утемиш Хаджи, историк шибаницкий 16 века, мангытский юрт, они были союзниками между собой. Почему, на основании чего мы можем говорить? Ну, вот есть такое, значит, известие крымского историка 18 века Абдул-Гафара Карыми, который пишет, что после сражений в 1419 году между золотоордынским хадом Кадыр-Берды, сыном Тахтамыша, и Едигеем, во время которого Едигей погиб, собственно, да, сыновья знаменитого мангытского Бекляребека Кейкубат и Нураддин, вот цитата открывается, ушли в вилаят Тура и поселились среди народа под названием Башкурт. Вот. То есть кому могут бежать разбитые беглецы, у кого могли укрыться? Только у союзников, причем с той гарантией, что эти союзники их не выдадут, если что, защитят. Вот, поэтому в Шибаницком, в этом образовавшемся ханстве, мангытский юрт и башкирский Эль-Башкурт, они были союзниками.
Вот. Ну, дальше что происходит? Дальше, как известно, Шибаницкий улус фрагментируется после правления Абулхаира, после Абулхаир-хана, после Ибак-хана. Кстати, Ибак-хан, он именовался, значит, Ногайским уже, да? Ногайским царем. То есть это о чем говорит? О том, что фактически уже в шибаницком владении нагайцы уже, во-первых, это этноним уже мы видим там явное, значит, да, обозначение, и они там были ведущей господствующей силой. Вот. И когда вот этот шибаницкий улус, шибаницкое ханство полностью распалось, вот, я еще вот не забыл сказать, во время шибанидов, возможно, опять же, Башкирия, сохраняя свою автономию, но там пропадает вот эти уже династии, местная династия, государь всей Баскардии, и фактически Башкирия превращается в такое удельное ханство, да, удельный улус самих же шибанидов. То есть Башкирия, сохраняя автономию, но правители уже туда поставляются шибанидами. Вот, по крайней мере, в Башкирии у нас есть мавзолей, всем известный Турахана, а Тураханами у нас называли в Башкирии как раз шибаницких ханов, потому что область Тура, Западная Сибирь, она Тура, поэтому Чинги-Тура, то есть это Тюмень, там Ялу-Тура, все вот эти города Тура, все приставку имеют. Эта область называлась Тура, и у нас, соответственно, шибанидов называли Тураханами. И во всех преданиях говорится, что вот наши здесь, эти Тураханы были местные наши башкирские ханы. Вот, и, по всей видимости, сюда стали, значит, такие назначенцы, удельные ханы. И вот даже мавзолей Турахана в Чешминском районе знаменитый стоит. Вот, и когда шибаниды все, шибаницкий улус распался, фактически в отношениях башкир, вернее, статус башкир не поменялся. Просто на этом месте, на месте шибаницкого ханства вот это возникла огромная Ногайская орда, там, от Иртыша до Волги. Вот. И статус автономной Башкирии сохраняется, это хорошо описано у Трипавлова. То есть образуется так называемое башкирское наместничество, куда, опять же, ногайские улубии назначают своих назначенцев. То есть там уже не важно кого, там и были и Едигеевичи, ногайские мурзы правили в качестве наместников, и туда и чингизидов ставили, и казахских уже к тому времени султанов, царевичи ставили. Вот. И этот период, конечно, поскольку этот период, ногайский период, он был таким последним, вот таким большим ордынским периодом перед вхождением Башкирии в состав русского государства, он наиболее хорошо отразился в памяти башкирского народа, существует огромное количество преданий, записанных и так далее. И вот здесь ногайский период уже третий у нас пласт, да? Этнический пласт, то есть я говорил, до монгольского периода башкиры, древние башкиры, потом из Улусу-Джучи, и потом уже в ногайский период тоже выливаются уже непосредственно ногайцы. Но поскольку тогда уже башкиры и ногайцы уже тоже это уже совершенно отдельная народность, то есть они отражаются в башкирской номенклатуре уже не под названием своих там подразделений родов, там кипчаки, там мангыты, там кирииты, нет, они уже как ногайцы, то есть уже не дифференцировано, просто как ногая. Вот, у нас есть вот большой башкирский, значит, клан, племя Минги, да? Вот, которые правили в Коканде, потом в Коканском ханстве, уже там узбекском. Вот Минги, и у нас и внутри в статусе тюбы была Ногайлярская тюба, то есть это целое подразделение огромное, да, получается. Но я уже не говорю про мелкие такие подразделения ара, то есть первый вот этот, у нас же Кабеля, потом, ну, условно говоря, да, племя, потом тюба, ниже там ара. Тут это просто, так сказать, группы семьи. А вот ара, нугай, это практически везде они раскиданы. Вот. И есть вот у нас племя Юрматы, там тоже есть подразделение нугай Юрматы. Вот. Я сам, поскольку табынец у нас в Табынской, вот нашей, где вот я живу, вернее, не я живу, а деревня, аул моего отца, там вот буквально рядом деревня Бишул есть. И даже вот там, вот по 1693 году упоминается, значит, ясачный башкир, ну, ясачный башкир – это фискальный статус, то есть он платит ясак, ясачный башкир, то есть Иштуган Чурин, который пишет башкирец Иштуган Чурин, а потом чуть ниже указывает, что он нагаец, он нагаетин. То есть это 1693 год. То есть до
конца 17 века, получается, нагайцы еще сохраняли даже свою идентичность. Вот. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что вот последнее, вот Тархан и знаменитый башкирский батыр Бурзянской волости Алдар Асикеев, он встречался в середине 18 века с Рычковым, вернее, в 30-х годах даже, может быть, да, скорее всего, в 30-х годах с Рычковым лично беседовал. И вот когда тот спросил его вот, о прошлом, он, в общем, много преданий привел, там оставил, так сказать, все, рассказал Рычкову, и вот его фраза его была такая, что башкирский народ истори был один с нагайцами. То есть это в представлениях у башкир, это было, что они с нагайцами составляли один народ. То есть понятно, что этнически это как бы два этноса, но тогда же рассуждали все, говоря о единстве в политическом значении башкиры всегда считали, что они с нагайцами одни, что они частью являются нагайской орды. Спасибо за внимание. Я сам выступлю, в частности, по теме диалекта астраханских нагайцев, юртовцев, да? Вот. Видно там. Так, значит, ну, нагайские диалекты Астраханской области у нас исторически включают 4 территориальных варианта. Это юртовский, карагашский, кундровский и утарский. Причем, если говорить о кундровском и утарском, то они ближе стоят к юртовскому, по крайней мере, ну, со своими определенными, значит, территориальными особенностями. В частности, в утарском побольше и включений с калмыцкого языка наблюдается, но это в силу их, значит, территориальной особенности. Юртовский диалект по классификации, в частности, установленным Леонидом Шайсултановичем Арслановым в его работах, а он работал здесь у нас как раз вот в 70-е годы, кстати, был близко знаком с Равилем Тимухамедовичем, имеет нагайское происхождение, как и все перечисленные территориальные диалекты. Но юртовский нагайский диалект в силу определенной такой исторической, территориальной изолированности от остальных ареалов обитания нагайцев имел ряд отличий, в частности от литературной нормы нагайского языка. Согласно исследованиям того же Арсланова, юртовский диалект сохранял архаические формы нагайского, при этом испытав влияние соседних народов, в частности татар средневолжских. Для юртовского диалекта нагайского языка характерны следующие сохраненные нагайские черты в грамматике и словаре с изменением фонетики. Например, замена общенагайского «о» на «у». Например, слова такие, литературно-нагайский «бол», у юртовцев это звучит как «бул», «кол», «кул» и так далее. И замена общенагайского «е» на «и», например, «киль» у юртовцев, да, а общенагайский литературно «кель». Замена общенагайского, значит, «и» на «е». Да, «бер» – это общенагайский, у нагайцев, вернее, у юртовцев в литературном «бир», да, «бис» на «бес», «кермага» – «кермага». Замена общенагайского «с» на «ш». Кстати, да, «бас» на «баш», «тас» на «таш» и так далее. Но вот эта норма, кстати, сохранялась где-то вот у того поколения, ну, к которым относились наши деды. Вот, это те, кто родился еще где-то вот в 20-е, вернее, в 18-е, 19-е годы. Вот у них это сохранялось. И причем это наблюдалось вот в тех аулах, которые были относительно изолированы от города.
В частности, у нас вот в Башмаковке, в Килинчах, Солянке, допустим, те же самые Карагали и Иксатово, которые живут через речку, да, а до 80-х годов у нас не было моста, то есть Башмаковка была относительно изолирована, они над нашими, так скажем, жителями смеялись. Ну, была такая поговорка, например, у тех же карагалинцев или иксатцев, когда они подчеркивали особенности вот этого идиомы, так скажем, языка, да, местного аульного нашего. КСМС келься и асар басында. То есть вот здесь они вот таким образом как бы подчеркивали вот эту, да, архаичность вот этой самой местного диалекта. Причем, что интересно, казахи, которые вот жили, ну, несколько казахских семей, которые жили в тех же Карагалях, вот у меня там есть товарищ один, его дед, он говорил, аргаяқтың ноғайлары, имеется в виду те нагайцы, которые живут за Кизанкой, таза сөйлейлер ноғайша, по сравнению с теми, которые вот на тот момент, ну, это тоже где-то 70-е годы, видимо, 70-е, 80-е годы, те по сравнению с теми нагайцами, которые жили уже в Карагалях. То есть с чем это обусловлено изменение данного диалекта, особенно вот в фонеме? Обусловлено близостью города и тем, что в городе все-таки был сконцентрирована вот эта масса, основная масса переселенцев со Среднего Поволжья, и в силу вот культурных особенностей, вернее, культурных контактов, школа, когда преподавали тот же самый литературно-татарский язык, да, и деловые, так скажем, контакты, имеется в виду, да, бизнес, да, торговля и прочее, она приводила к тому, что носители вот этой юртовской традиции языковой, они потихоньку, так скажем, меняли вот эти произношения и так далее. Но причем изменения тоже в этом плане наблюдались, так скажем, гендерном отношении. То есть женщины, они дольше сохраняли именно вот эту старую традицию. Чем это было обусловлено? Обусловлено было тем, что вплоть где-то вот, ну, до послевоенного периода, кто у нас был основным кормильцем, кто основным был это были мужчины. То есть на рынок, в город ездили в основном мужчины. Женщины занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. И сохранение вот этой старой традиции языковой, она более наблюдалась в тех семьях, где были трехпоколенные семьи. То есть бабушка была вот как раз тем самым источником, да, передачи вот этой самой языковой традиции своим внукам, потому что, ну, матерям, отцам некогда, да. Вот. Сейчас в силу того, что у нас семьи, так скажем, больше двухпоколенные, эта традиция, она, к сожалению, теряется. Но мы сейчас поставили следующую задачу. Дело в том, что язык, вот это, вернее, диалект юртовский, да, он бесписьменный. То есть никаких правил, никаких там норм под него не вырабатывалось. Почему? Потому что для той же самой Казани и прочего мы являлись частью татарского народа, татарской нации, поэтому развивать вот эту местный диалект им было невыгодно. И даже вот в том самом атласе, который вот первый сегодня докладчик из Москвы приводил в качестве примера, там указано, что юртовцы, они говорят на чуть ли там не литературно, так скажем, татарском языке, что не является, конечно, правдой. Вот. Если посмотреть на особенности, допустим, термины родства, они сплошь у нас отличаются. То есть, причем у нас
термины родства как общенагайские, так и местные. Чисто вот местные. Например, мать у нас называют ММ. Это ни в одном языке, ни в одном диалекте, ни в татарском языке, ни в других этого нет. Вот. То есть это более такие архаичные слова, которые, так скажем, нам достались. Да? Ну вот Равиль Ишмухамедов у нас тоже был пример, да? В частности, по слову «щечаней». Да? То есть, что такое «щечаней», не могли, мы с ним определяли, а это у нас на нашем диалекте это воробей. То есть есть такой узор. Узор это что у нас? Это на войлочных коврах. Да, да. киизах, Да, на киизах употреблялось, да. А что это такое? Вот? А это вот у нас она вот до сих пор это используется. Поэтому сейчас стоит такая задача заняться нормированием данного языка, вернее, диалекта, и потом уже начинать издавать на этом самом диалекте литературу, записывать песни и так далее. То есть он должен выходить за пределы кухни, условно говоря, за пределы аулов и так далее. То есть он должен заработать полную меру. Терять его мы не имеем права, потому что это целый такой огромный пласт, причем пласт истории нашего региона, не только там нагайский, так скажем, период, да, это период и Астраханского ханства, и Золотоордынский период, и доордынский, так скажем. Вот, поэтому планов, так скажем, громадье, работы много, и я надеюсь, что да, вся эта работа идет чисто на энтузиазме, и надеюсь, что вот такие мероприятия, к которым привлекаются ученые, филологи, историки, лингвисты и прочее, да, они дадут, так скажем, нам возможность в этом направлении двигаться вперед. Спасибо за внимание. Так, следующий у нас выступающий – это Ишмухамедов Равиль Валитович, учитель истории средней школы имени Джанибекова, село Ростопуловка. Тема выступления – карагашский диалект нагайского языка и его нормирование. Здравствуйте, дорогие коллеги. Хош келдіңіз. Бек сүйенемін мен мұнда болмаға, ноғайша да сөйлемеге. Сондай көп бағалы бозым, өрметлі бозым қардашларымыз, қонақларымыз бар. Бозым Салават ағамыз келді, Ахмет ағамыз да келді. Сондай бағалы қонақлар көп болсын бозым арамызда. Бозым ноғай тарихымыз, маданиятымыз, саниятымыз, саулайзатлар жоғары дәрежеге етсін деп Алладан тілеймін. Вот, далее на государственном языке относительно карагашского диалекта нагайского языка. Всем известно, да, что в 20-е годы директивно было принято решение обучать все группы астраханских нагайцев на татарском языке литературном. Вот, до сих пор, как вы знаете, да, наши старшее поколение, дедушки, бабушки исполняют песни на татарском языке. Если приедут оттуда, да, наши представители родственного народа казанских татар, с ними начинают на казанско-татарском говорить. Но, естественно, это никак не отражает наш настоящий язык, на котором говорили наши предки. Вот, и наш язык, да, повседневный, к сожалению, вот, из повседневного обращения он стал выходить. И вот большая задача, да, встала перед нами, это его сохранение. Как его сохранить? Вот. Для этой цели мы как раз, вот, Амир Дамирович уже сказал, прибегли к процессу нормирования, обратились к башкирским коллегам, это к Искандеру Сейтбаталову, да, и любезно предоставили нам некоторые материалы. И по их образцу, естественно, мы, обращаясь к материалам наших нагайских ученых, само собой, к материалам
Софьи Абдулхамедовны Калмыковой Джанибековой к материалам Баскакова. Ну, достаточно, да, обширной научной литературе мы приступили, да, к нормированию. Вот, то есть создание региональной литературной нормы для ногайских диалектов Астраханского края. Вот, ну, если сделать краткую справку о происхождении карагашского диалекта ногайского языка, то известно, да, что ногайцы-карагаши – это потомки Малой Ногайской Орды, хотя вот я хочу подчеркнуть, несомненно, что участвовали и ногайцы, и дедисанцы Большой Орды в сложении, потому что ряд родов, такие как Серкеле, Эргенекле, некоторые другие, да, вот они, в принципе, не фиксируются среди кубанских ногайцев, но фиксируются среди ногайцев и десантцев, вот, потомков Большой Орды. Вот. Тем не менее, кажется, основу составили потомки Малой Ногайской Орды, простите, те, которые были переселены в 40-е годы 18 века. Ну, было это насильно, на стороне Крымского ханства наши предки выступали. И, естественно, да, так получилось, что калмыцкий хан Дандукобо и регулярные русские войска, они переселили, по сведениям, имеющимся с территории как раз современной Кабардино-Балкарии, там есть урочище Карагаш. Не удивляйтесь, этих урочищ очень много по всему Северному Кавказу. Вот, и оттуда, чтобы, видать, закрепить память, наши предки, они зафиксировали. Это одна из версий. Есть другая версия, да, вот упоминал Владимир Штрепалов, то, что среди ногайских племен фиксировалось племя Карагаш-Кыпчак. Вот, и тайну эту еще предстоит открыть. В любом случае, однозначно, опять-таки, Леонид Шейсултанович Арсланов, доктор филологии, профессор, тюрколог, он сделал однозначное заключение, что язык ногайцев-карагашей, как и другие, в принципе, да, диалекты ногайского языка Астраханской области, имеют ногайское происхождение. Вот. На данном этапе можно сказать о том, что он используется в быту. Конечно, есть большая необходимость, да, актуализировать эти знания, сохранять. Есть две группы, это сиитовская и хажитаевская. Сиитовская, как известно, разговаривает, да, используя на че, да, то есть чат, чебер, там чаинда. Хажитаевская группа, она джокает. Вот это то самое джоканье, о котором Ахмед Аминович Ярлыкапов поговорил, которое присуще ногайцам. На самом деле, живущие в Турции, в Крыму ногайцы, они также джокают. Да, вот я как раз к джокающей группе отношусь, пользуюсь своим служебным положением, я использовал это и вот в нормировании ввел именно дж. Почему? Потому что, во-первых, это указывает на близость к крымским ногаям, и это, по сути дела, ну, более правильно, потому что че это всего лишь вариант оглушенный, да, дж. Вот. Кроме того, ну, надо сказать, что карагашский диалект, он сохраняет все, в принципе, ногайские черты, то есть это инфинитив на магамеге, бармага, кетпеге, сюйлемеге, айтпага. В отличие от юртовского диалекта ногайского языка, карагашский диалект сохраняет систему огласовок общеногайскую, то есть кель, бер, бар, там, барада, береда, но есть некоторые отличия. Это, например, время... форма настоящего, длящегося времени, новатор. Да? Если литературно будет сюлиатор, келиятор, то в ногайском, карагашском диалекте звучит как барватор, келиватор, вот, что сближает с родственными нашими соседями, западными казахами. Тем не менее, многие чисто исконно, да, ногайские черты, они сохраняются в лексике. Например, обращение абай у кубанских ногайцев, обращение к пожилым людям, к бабушке, ну, например, абай, оно сохранилось у нас в форме аба. Обращение тата, которое у крымских ногаев сохраняется, да, как к тете, оно сохраняется у нас в речи. Чисто ногайские слова, такие как утпек, да, хлеб, там, кыскаяхла, женщина, шувал, да, печь, либо там куртка, старуха. Все эти обращения, в принципе, да, и многие термины родства чисто ногайские, они сохраняются у нас, у ногайцев карагашей. Кроме того, мной было обнаружено, так скажем, несколько таких интересных моментов, которые сближают с караногайским диалектом ногайского языка, что свидетельствует об общении. Да? То есть это был, например, обращение на щахай. Да? Вот. На щахай у нас тоже, да, на щам, на щахай, это обращение есть у нас. Есть, да, ряд слов, которые, да, в караногайском диалекте используются, они используются у нас, отсутствуют в кубанском. То есть было однозначно общение. Вот.
Надо сказать, что форма таган, барадаган, келедаган, она сохраняется также будущее время, да, бараяк, келеяк, чисто нагайская форма, общенагайская. Вот. Если посмотреть, большей частью, конечно, карагашский диалект нагайского языка, он сохраняет, да, свою генетическую близость к кубанско-нагайскому диалекту, и вообще, да, он ближе, чем все остальные говоры Астраханского края нагайские, к литературному языку, что может как раз способствовать, так скажем, да, связям. И вместе с тем имеется ряд схождений именно с юртовским диалектом. Вот, например, слово такое, да, комар. В литературном нагайском, да, это щеркей на кубанском, сокуршобан на каранагайском, а у нас, да, да, звучит как щирешобан, а у юртовских нагайцев это как щиряшобан. Вот. То же самое, ну, вот мы обращаемся акам, атам, то есть обращения, такие же абсолютно обращения используют юртовские нагайцы. Понятно, да, то, что большое количество нагайцев карагашей, оно переехало в юртовские села, вот, и браки были смешанные достаточно. И этим обусловлены вот эти вот, ну, изначально нагайское происхождение. Хочу сказать, что то, что было сегодня, вот, да, обращение, доклад Анны Владимировны Дебо, для нас это очень серьезное, большое событие. Может, многие до конца не смогли это дело оценить. Я думаю, история сможет, да, сможет наше следующее, да, поколение оценить. То, что признание именно, да, региональной нормы карагашского, юртовского, да, диалектов, вот оно сейчас имеет уже серьезный официальный характер, то есть это научный центр, да, ведущий тюрколог вообще, да, российский Анна Владимировна Дебо, она фактически, они признали, да, право на существование, право на развитие нашей региональной нормы, именно и карагашского, и юртовского. Вот я надеюсь, что нами начатая сегодня работа, она продолжится. Нам, несомненно, необходимо собрать и всех нагайских филологов, да, мы вот в тесном общении, мы Фариду Атакаеву пригласили, да, к сожалению, только вот от нее независящим причинам она не смогла сегодня присутствовать. Тем не менее, в научном журнале, да, научный литературный журнал «Сяуле», планируется публикация, уже готовится на нагайском языке, о карагашском и юртовском диалектах, 2 вот публикации. Вот. И, соответственно, мы не стоим на месте, и научная общественность, в принципе, и Насипхан Хусейновна Суюнова, да, и, если говорить, да, Тахир Ажакаевич Акманбетов, они, ну, не только они, Юмау и Маниязович Каракай, в принципе, они поддержали развитие карагашского и юртовского диалектов в рамках региональной нормы. Поэтому, я думаю, перед нами очень много действительно задач стоит. Вот. Ну, у нас есть перед глазами пример сибирских татар, которые, да, добились признания вот, на международном уровне, да, в ЮНЕСКО, да, они издают на своем языке, это не диалект, а язык именно самостоятельной книги. Да. У нас есть пример, да, у нас есть наши близкие родичи, да, у нас есть активисты, у нас все есть для того, чтобы мы делали только вот работу. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, наши встречи будут продолжаться. Я хотел тебя попросить рассказать про этот случай, это подчеркивает связь между нагайцами и юртовскими нагайцами. Ну, буквально тогда минуту, с вашего разрешения, да, такой интересный случай. Вы знаете, да, то, что была издана книга не так давно «Нагайский войлок» Исмаила Мусакаева, замечательный фольклорист, ученый. И там есть вот, сзади, да, в приложении описание названий узоров. Вот. И мы просматривали вместе с Амир Дамировичем эту книгу, да. Оказалось, что вот везде есть подписи, да, этот узор означает это, вот, допустим, то-то, то-то, то-то. Там, например, Юлдус, звезда, там, например, да, Пушхар-Мюз, понятно, да, бараний рог. И рисунок, а сбоку значение неизвестно, название щещеней. И совершенно случайно Амир Дамирович смотрит, что за слово щещеней. Щещеней, говорит, это воробей. Я говорю, вот видишь, говорю, в Кизляре, говорю, слово-то знает, перевода не знает, а знаете вы. Вот. И таких примеров на самом деле очень много, не единственный этот пример. Пример, вот наши активисты не так давно побывали в Терекле-Мектеп, как раз в гостеприимном доме Эмира Тевалиева. Вот. И, да, и как раз
общались, никакого такого барьера не было, да, и они сами удивлялись. Оказывается, мы на ногайском языке разговариваем. Вот. Спасибо большое. Дай Бог, наши встречи продолжатся. У нас просто регламент, время ограничено, здание. Поэтому у нас еще 2 выступающих, просто я хочу, и потом уже награждение еще планируется. Там на обеде можно задать, если или время останется, зададим. У нас сегодня мероприятие, мы вначале говорили, что оно посвящено 85-летнему юбилею Равиля Тимухамедовича Жуманова, поэтому следующий выступающий у нас Джумухамбетова Тахира Хамитовна. Ну, память о Равиле Тимухамедовиче, преподавание ногайского языка. Пару слов. Сейчас. И потом хотел еще Рафик Жумаянович тоже по Равилю Тимухамедовичу. Вот здесь есть. Вот, дорогие гости, дорогие наши односельчане мои, я хочу сказать, я очень рада, что присутствую на таком совещании близких по духу людей. Я всегда считаю, что мне посчастливилось жить в то время, когда Равиль Мухамедович начинал свое дело, и мне посчастливилось жить в то время, когда вот наши молодые поднимают знамя этого дела. Вот. Знаете, вот мне спрашивают сейчас, из Черкесии приехали, Карачаево-Черкесии, как вы? Я хочу сказать, конечно, несмотря на все сложности нашего времени, это безусловно, да, мимо нас это не проходит, определенная, но жизнь в государстве, она все равно идет, продолжается, и те дела, которые начинаются, тоже они идут. Вот, и я хочу сказать, если можно в наше время сказать, что я счастлива. Вот именно в такой момент, что мне довелось, вот я сейчас увидела всех, да, хараногайцев увидела, башкир, с кем вот общалась, да, башкир, вот, ну, юртовские наши родственники. Вы знаете, меня переполняет чувство счастья, что я вот современница этих людей. Потому что вот сидят они сейчас за этим столом, все они являются новыми современными историками. Да, пройдет, наверное, время, так же, как много лет, и будут их имена тоже озвучены вот на таких чтениях. Будут говорить, что они создавали заново историю своих народов. А что я хочу сказать? Конечно, я вот недавно интервью меня просили дать. Я не знаю, для чего и для кого, но я давала. Я хочу сказать, что Равиль Мухамедович появился в нашем... Мухамедович, я его всегда звала так. Появился в жизни нашей сиитовской средней школы, а эта школа считалась всегда в Красноярском районе самой блистательной школы. Эта школа, хотя это была чисто ногайская школа, ногайские учителя были, но уровень образования, образованности, которую давала эта школа, он вышел за пределы не только села, района, области, он дошел до уровня министерства. Потому что даже по Министерству России издавался приказ о наших учителях. Вот, значит, именно первому учителю в области тогда дали орден Трудового Красного Знамени Раисе Хамитовне Давлетовой, да, ну и мне там дали чего-то, вот, ну и другим учителям, потому что
сиитовской школы всегда мы говорили, мы не знали, что нас так много. Вот, когда вот я поехала в Дагестан, я просто поразилась количеством нагайцев. Когда я стала дружить вот с Карачаево-Черкесией, да, мой любимый редактор сидит, Асан Найманов. И я, ну, может быть, другие знали, я вот переполнила, потому что я сама росла в русской среде. Да, и вот это меня переполнило. Чувство такое, я всегда говорю, что это генные чувства. Чувство своего народа, своей речи, оно в генах живет, даже если ты не говоришь. Вот поэтому, Равиль, он сам был родом из Сиитовки, но сложилось, учился, он уехал вот в данном случае в Татар-Башмаковку, в которую я сегодня приехала, мне очень приятно. Я студенткой здесь в колхозе работала, но не знала, что он здесь работает. Вот. Познакомилась я с ним уже, когда мама жила его у нас в Сиитовке, он, наверное, часто приезжал. Познакомилась, это был 82-83 годы, когда вот его позвала его звезда. Это возрождение своего народа, этноса. Он стал, ну, мы-то знали, что мы нагайцы, мы сами себя-то всегда называли нагайцами, но он пришел с такой задачей поднять культуру, вот, воспроизвести наши старинные обычаи, старинные костюмы. Вот он был первым собирателем, по селам ходил. Я его, правда, звала Дервиш. Я его звала Дервиш почему? Потому что человек учитель, понимаете? Учитель в то время – это, ну, бессеребренник. Правильно, да? У них нет лишних там денег, поэтому ему очень много приходилось ходить по селам пешком. У него не было тогда машины, он ходил пешком, ехал, вот, допустим, от Сиитовки до Ясно-Сакана мог идти пешком, приезжал. Тогда не было гостиницы, а у него и не было, наверное, денег, чтобы оплатить гостиницу, правильно? Он говорил, я вот вспоминаю, он приезжал там в школу и говорит: «Тахира, бүгін сенде қонам мен». Вот так назначал свое. Ну, и поэтому я хочу сказать, этот человек, вот он, даже я не могу сказать, на большом пути он был путником. Вот как Дервиш. Он делал свое дело, а дело у него было здесь. Но я так думаю, я всегда думаю, что он не просто так стал заниматься этим делом. Это пошло из семьи. Мама у него была удивительная женщина, которая знала много старинных песен. Вот именно эта песня, вот сегодня я рассказывала, вот «Яр, яр, деган», да, это свадебная песня, она пошла от нас. И пела ее мама еще в те, я выходила замуж, они кыз бастылар, поняли, да, кыз сделали, кашму. А тогда она пела эти песни. Я сидела молодая, все они вот кашму эту варили, заливали, с моей мамой там еще были женщины. И вот она рассказывала обычаи старые. И вот все время говорил, я еще тогда не знала его, Равильтай, Равильтай, вот сегодня рассказываю. Так она его любила, и, видимо, вот она передала все. И это его зажгло. Вот с этим воспитанием из дома от матери, отца он получил вот этот дар, и почему-то этот огонь в нем горел всю жизнь. Человек он был необыкновенный. Вот никто бы не сказал... Ну все, ладно, извините, пожалуйста, я могу о нем бесконечно разговаривать, да? Спасибо вам, да, спасибо вам, спасибо всем, что помним мы его. И я думаю, вот и спасибо вам, вот молодым, которые вот все это делают, я восхищаюсь ими, просто восхищаюсь. Рафик Жумаянович. Пожалуйста. Я постараюсь за 3-4 минуты ускоренно, ввиду того, что время, значит. Я вот хотел вас попросить, особенно, которые приехали издалека, вот чтобы
прочитать то, что было написано, мы говорим, из наших уст, а вот что было в наших газете писали о нем. Если позволите, послушать, пожалуйста, это очень исторический документ такой. Равиль Утимухамедович Джуманов рожден для спасения нагайцев. Историк, краевед Равиль Утимухамедович Джуманов, значит, энергичный, интеллигентный, влюбленный в свое дело и в свой народ. Он часто приезжал в редакцию со своими заметками, говорил, рассказывал об истории нагайского народа и культуры. Многие исследователи и просто обычные люди считали Равиля Утимухамедовича астраханских тюрков и нагайцев, говоря, что такие личности рождаются нечасто. Сам он говорил так. В 1985 году, с момента объявления Горбачева о правах малых народов, наступил мой звездный час. Вернулся, встал во весь рост и пошел служить своему нагайскому народу. Я рожден для спасения своего народа. Равиль Утимухамедович родился 11 сентября 1937 года в село Куянлы Красноярского района. Учился в сиитской школе. После в Уральском педагогическом институте. После завершения обучения стажировался в Казанском филиале Института истории Академии наук. Изучал и готовил работу по родоплеменному устройству. Также Равиль Утимухамедович Джуманов работал заведующим отделом истории областного краеведческого музея, заведующим кабинетом истории Института усовершенствования учителей, старших преподавателей кафедры истории Астраханского государственного педагогического института. Всю свою жизнь он стремился к совершенствованию, не боялся труда, всегда шел к целям. Равиль Утимухамедович был всесторонне развитым человеком, с артистической душой и надежный. Также был диплом режиссера Астраханского государственного просветительного училища. Даже после выхода на пенсию продолжал работать учителем истории татаро-башмаковской школы. Главная заслуга Джуманова в том, что он успел объединить мелкие нагайские общества не только в Астрахани, но и за ее пределами, в Ставрополе, Дагестане, Карачаево-Черкесии. Благодаря ему в конце 80-х годов было проведено 200-летие Сиитовки. В 1990 году Равиль Утимухамедович, первый председатель общества нагайской культуры «Берлек», по его инициативе в 1991 году в Астраханской области стал проводиться джанибекское чтение. Для нагайской культуры фестиваль «Шишкелер». В послевоенные годы Равиль Утимухамедович стал инициатором заключения договора о дружбе сотрудничестве в Красноярском, Володарском районах, Нефтекумском районе. Всю жизнь Джуманов занимался изучением истории и культуры нагайского народа, добился, что родной язык изучал во всех нагайских школах, зазвучал во всех нагайских школах, знал в совершенстве не только родной, но и татарский, казахский. Основными были этнография нагайцев. В 2014 году сердце человека, влюбленное в свое призвание, остановилось и стало большой потерей для нагайского народа. Во имя Равиля Утимухамедовича останется в истории астраханского народа. И еще одну минуту, если позволите. Так. Вот я когда в армии служил, пошел, значит, там в санчасть. Я говорю, кто ты по нации там стоял? Он говорит, башкир, говорит. Я говорю, да, вот запомнил, уж там. В дальнейшем, находясь в Астрахани, встретился с одним человеком. Я говорю, а кто по нации? Он говорит, башкир, говорит, это Харисов был. Все вы знаете, Харисов, башкир. Мэром был, да. И вот у нас праздник, мечеть, надо идти, вызывают такси. Водитель, еду в мечеть, и водителю говорю, а кто по нации? Он говорит, башкир, говорит, ага. Спрашиваю наших молодых историков, всех вот из Мухаммеда, кто приедет к нам в гости, говорит. Башкир приедет, говорит, это. Я вот поздравляю, и на комбинате я работал. Астрахань наполнена, вы не думайте, вот башкир. Я очень рад вас видеть также
Сегодня вот мы не знали, вы позвонили бы нам, мы подождали вас там, вот когда, понимаете, вот неудобство чувствуем тоже. Извините, мы уехали, и мы не знали, вот так действительно. Извините, время ограничено, большое вам спасибо. Так, уважаемые участники круглого стола, разрешите зачитать резолюцию. Время ограничено. Итак, резолюция круглого стола. Первый пункт. Предложить ногайской научной общественности изучение периода Золотой Орды, Ногайской Орды и шире других ногайских государств, то есть имеющих отношение к ногайскому народу, в частности Большой Орды, Крымского ханства, Астраханского ханства, изучать их на более глубоком и профессиональном уровне. Второе. Предложить научной общественности продолжить изучение и популяризацию ногайского языка и его диалектов, привлекая современные технологии. Третье. Издать пособия и прочие публикации на региональных вариантах ногайского языка, в частности юртовском и карагаш-ногайском. Четвертое. Разработать концепцию преподавания и изучения истории ногайского народа в русле общероссийской идентичности и идей евразийства. Пятое. Противодействовать попыткам фальсификации ногайской истории и научных данных о диалектах ногайского языка. И шестое. Правлению Центра ногайской культуры ИДИГЕ, правление, вернее, Центра ногайской культуры ИДИГЕ предлагает учредить ежегодное проведение чтений памяти Равиля Тюхамедовича Джуманова, джумановские чтения. Вот это весь текст сегодняшней резолюции. Принимаем? Принимаем. И теперь хочу перейти к, так скажем, завершающему этапу. Это награждение наших участников сегодня, в частности, наших гостей. Нашему гостю из Республики Башкортостан Хамидуллину Салавату Ишмухамедовичу мы хотим от лица ногайской общественности и наших активистов вручить следующий небольшой подарок. Пожалуйста. Нет. Спасибо. Ага. И вот брошюру «Безногайлар» и репродукцию картины нашей художницы Фахрикамал Махмудовой «Толка вперед». Да. Ахмат. Текалдага, да. И нашему уважаемому Ахмету Аминовичу вручить значит, памятный знак, принять так его, скажем, наш краснознаменный тумен. Это как, да, от, да, под номером, каким у нас? Под номером 5, да, вот, вот этот памятный знак от нашего общества ИДИГЕ. Вот так будет смотреться. Усиливаем, так скажем, ритуал. Так, уважаемые участники и гости сегодняшнего мероприятия, значит, у кого какие остались вопросы, у нас есть пока время, можете задать к выступавшим, к организаторам. Пожалуйста. Предложение, вот женщина, Предложение, да, женщина первая выступала, ей тоже надо будет, наверное, знак потом передать. Хорошо. Хорошо. Мы учтем. Сейчас, пожалуйста. Вопросы? Когда Ганарда, это мы там трудно считать, из-за того, что он знаков препинания, или вопрос
Так, Амирхан, остальные вопросы на Дербасханыча. Там сенде я преде шувал печь. Нет, шуал это... Да. Дымовая труба. Шувал это Басханыч. Нет, печь это миш, Ну, это дымоход. Другие вопросы. Где? Да, надо Карагас диалект. Юртовский, но зачем изобретать велосипед, когда есть литературный навес, шалга языка, а сам пагал такая, Давайте я вам отвечу. Я вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что литературная норма нагайского языка, в том виде, в котором она сейчас существует, она просто не зайдет в юртовскую среду. Пример карагашский, так скажем, эксперимент. То есть 20 лет назад, это, даже больше, эта норма была в карагашские села, так скажем, инкорпорирована, предложена, да, но такого вот стопроцентного, так скажем, эффекта она не дала. То есть мы просто получим тот же эффект, который был с тем же литературно-татарским языком. Это я согласен, но здесь такое предложение. Язык, здесь движение должно быть с двух сторон, понимаете? И впереди, я так понимаю, стоит вопрос о какой-то, так скажем, модернизации под наши нормы и литературу нагайского языка, ну и, соответственно, развитие местных диалектов. То есть движение должно быть встречное, а не так идите к нам. Это не пойдет. Народ просто так, скажем, нас не поддержит. Да, и Рамиль Камилов. Несколько слов по поводу литературной нормы нагайского языка. Я сам люблю, говорю, даже на своем родном диалекте карагашском так не говорю. Но дело в том, что большая часть народа, к сожалению или к счастью, так или иначе, она говорит на определенном диалекте, который он сложился исторически, он не какой-то ущербный, это не кухонный язык. Вот, вычеркивая этот диалект, не используя его, мы вычеркиваем эту часть народа. Да, мы теряем свою часть нашего народа, мы отказываем их в нагайской идентичности, раз они не на нагайском говорят. Вот. Ну, по нашему мнению, не на нагайском. Это нагайский язык. Просто это, могу провести пример с северо-западными башкирами, которые говорят на особом диалекте, который отличается от литературного башкирского. И когда, например, так скажем, был директивно привит татарский язык, фактически целую часть, огромную часть народа отрубили. Будучи башкирами, говоря на татарском, они начали свою башкирскую идентичность терять. То же самое произошло с нами, с астраханскими нагайцами, с юртовцами, с карагашами. Поэтому тоже, зачем изобретать велосипед? Можно и нужно нам свой народ объединить. Ведь не диалект это главное. Главное то, что бармыс нугайлар. Главное самосознание, Еще пользуясь случаем, к сожалению, мы не успели включить в программу. Мы не знали, приедет ли Мадина или нет. Мы хотим Мадину Мижу, от нашего общества небольшим подарком наградить за то, что она всегда откликается на наши просьбы, и постоянно публикации выходят на литературном нагайском, посвященные нам, астраханским нагайцам. Көп-көп сау болсын сізге. Можно сказать пару слов? Нет? Вообще не ожидала, спасибо огромное. Если честно, я просто восхищаюсь той работой, которую проводят и юртовцы, и карагаши по возрождению своих истоков. И, конечно же, с огромным удовольствием любое ваше предложение мы будем поддерживать. И очень надеюсь на дальнейшую связь с вами. У меня внучку зовут Мадина. Один вопрос, если разрешите. Хотел вопрос задать, чтобы удобно было. Вот я ездил до Тюмени по трассе, и вот написано Европа и Азия. Вот Башкирия. Основная часть в Европе, но чуть-чуть в Азии. Чуть-чуть в Азии? В Азии, да.
А эти европейцы куда лезут сейчас? Вы находитесь вон там. Башкирию. Там большими этими написано с этой стороны Европа, а с той стороны едешь на одном плоде. И я вот на этой вершине горы сам был. Еще есть вопросы? Булюнка, подарок наш. Я вот просто хотел добавить, неправильно тут было сказано, что сейчас самое главное не навязывать ту литературную норму. У нас вот обожглись тут со страшной силой. Вот северо-западные башкиры обучались свой диалект, потом ввели туда татарский язык, и потом пытались ввести вот эту нашу сейчас литературную норму, которая была принята там, в 30-х годах, да, в 20-30-х годах. И обожглись на этом, не зашло, да, наоборот, отторжение пошло. Сейчас я сижу, да, и белой завистью завидую, что вот вам депо фактически санкционировало, да, а у нас пока по северо-западному диалекту движения-то нету, там сопротивление сильно идет со всех сторон. Вот, и там от Хисамидинова, от тех сторонников, как раз тех, которых хочет завести, значит, литературную норму, и со стороны татаристов, значит. Поэтому этот вопрос очень сложный, и я полагаю, что правильно было сказано, Амир сказал, движение должно быть с двух сторон. Сейчас самое главное, пусть будет там, не знаю, хоть 10 диалектов, но главное, чтобы самосознание народа... Внутри сам себя и естественно, внутри. вот это самое главное. Еще надо вспомнить вашу историю создания литературного нагайской, нормы нагайского языка. Ведь мы сейчас знаем, что отцом, так скажем, современной литературной нормы является Джанибеков Абдулхамид Шаршембиевич, но первую эту норму создавал у нас астраханец юртовский, это Наджиб Гасри, житель Машейка, Казаул, да, и она была сделана как раз на основе юртовского диалекта. Кстати, по-моему, Валиди к нему приезжал, да? С ним общались, приезжал, здесь пытались на юртовской нагайке его женить, но он технично свалил. Нет, он не стал жениться, уехал. Что там таких зигзагов истории очень много. Все равно но они в конце концов. Если вопросов нет, спасибо за внимание. Сейчас поедем на обед. Общее фото? Общее фото, да.